Кырым меракы тарихи абиделернен зенгін. Базылары чеші заманвары ярмадамызда асылзаде қадын қызларның шерефіне тікленілген. Оларның чокусы зенгін олып, адет узре джамиви медреселерні құрған. Шу тарихи абиделер бұл күнге қадар ярмадамызны яраштыра. Айны олар аққында мирас программасы хикая етecek. Бахчысарай Эндүлбер ve eski abidelerge zengin olğan şehirdir. Onun eski yurt denilgen kadimi kısmında böyle meraklı inşaat tura. Bu Биведе Султан Дүрбесыдыр. Это небольшой мавзолей кубической формы с сильно скошенными углами. Купол с куполом посередине и со склепом внизу. Сам по себе купол базируется на восьмигранном основании. И нужно сказать, что по своей аналогии срезов наружных углов один из первых исследователей мавзолея, востоковед Борис Николаевич Засыпкин, он его проводил аналогии со мечетями Кони и Каира. А вообще некоторые архитектурные элементы связывал с сельджукскими и армянскими корнями. Известно, что над входом южной стороны является надпись, которая гласит на арабской вязью, которая гласит, что эту гробницу приказал построить Мухаммед Шах-бей, сын Мухаммед-бея, для своей матери Бей-Юды Султан, дочери Аджаган-бея. Даты жизни строителя и той, для которой построена, неизвестны, однако по архитектонике было датировано 14-15 веками. Один интересный момент. В 2005-2009 годах археолог, архитектор Кириллко занимался изучением мавзолея в Дурбе, и он по нумизматическому материалу, который был обнаружен им на уплотненной дневной поверхности строительного горизонта, датировал памятник правлением хана Шакин-Гирея. То есть это последняя четверть XVIII века. Для аргументации своего предположения он также привел два осколка каменного ящика надгробия, которые по своей архитектурным элементам были похожи на ханские надгробия на территории ханского кладбища, датируемых XIX-XVII веками. И вообще, по мнению еще Смирнова, с термином «бей» хоронили представители уже османского времени. Однако, если взять, к примеру, для аналогии Дюрбе Бей-Юды Султан, это величественное монументальное сооружение, которое имеет четкую датировку, 1764 год, то своей архитектоникой Бей-Юды сильно отличается. Поэтому все-таки будет логичнее предположить, что все-таки остается прежняя дата 14-15 века. Тахталы Джами Бахчысарайның en eski camilerindен birisidir. İbadethane 1707 senesi Хаджи Селим Гирайханның kızı Бек Султан tarafından kuruldu. Yani için bu ibadethanege Тахталы Джами degenler. По первоначальным данным, вся мечеть или какая-то часть была построена из дерева, поэтому она получила название Тахталы Джами. В некоторых даже архивных источниках она именовалась, либо по-другому она также именовалась как мечеть Осман-ага. Сама по себе мечеть прямоугольной формы с высокой цокольной частью. К северо-востоку был пристроен минарет. Вход в минарет был изнутри здания, на который на балкончик жерфе вели 54 ступени. Парапет балкона был украшен резьбой по дереву. Также с северо-восточной части был пристроен небольшой навес, который опирался на каменную колонну. А вниз по ступеням шли несколько ступеней, которые вели к фонтану. Өзінің бірқач асырлық өмірі бойынша Джами бірқач сефер темин етілді ve böyle көрінішке келді.
Eski Kırım ise en kadimi tarihi abidelerden tanıla. Misal olarak Altın Ordu devrine ait olan Özbek Han camisinin артында bir zamanları Kırım'ın en meşhur okuf ocaklarından biri olgan. Bu muazzam viraneler İncibek Hatun medresesinin kalıntılarıdır. Medrese 1332 senesi zengin kadın İncibek Hatun'un teşebbüsünden kuruldu. Medrese binası camiden de balaban olgan. Onun içki azbarının ortasında çeşme turgan. Etrafında odalar ve sütunlar tıklenilgen. İnşaatının ok tarafı taş oyma örnekleriyle yaraştırılgan. Dini okuf yurtunda o vakitleri Kur'an, Arap dili, felsefe, felekiyat yani astronomiya ve hesapka öğretkenler. Aynı şu binada küçük odalarda medrese talebeleri yaşagan. Bazı malumatlarga göre Veronige uğragan odalarının birisinde İncibek Hatun ve soylarının taklit parçaları tapılgan. Bahçesaray'ın eski kısmında sokaklar arasında ismi Han camisi yerleşe. Tarihi abide tahminen 16-18 asırlarda kuruldu deyip sayılmakta. Остов здания относится к началу 20 века. Это также прямоугольное здание, которое обрамлено со всех фасадов окнами. Первый, скажем так, ярус представляет, скажем, прямоугольные окна с треугольными наличниками, а верхний ряд окон круглой формы с обрамлением в виде шестиконечной звезды. В 1914 году прихожанин мечети Исмихан на свои средства выстроил минарет, который также был утвержден строительным отделением, однако в советское время минарет был разрушен. На данный момент мечеть не действующая, то есть большинство, скажем так, она стоит, есть трещины и сколы по памятнику. Şimdiki Çufut Kale'nin tepesinde Altın Ordu ve Erте Kırım Hanlığının devrinde 40 yer adlı bekitilgen şehir turgan. O ilk Kırım hanlarının rezidensiyası olarak bellidir. Bu güngece yekane kırılmagan inşaat yani Canike Hanım dürbesi kaldı. Dürbenin kapısı o günde taşta Selçuk üslubunda yapılgan örnek ve hadisler oyulgan. Dürbenin içinde ise mermer abide ve çeşit yazılarla mermer taşı saklanıp kaldı. Yazılar bu yerde 1438 senesi Ordu Hanı Toxtamış'ın kızı Canike Hanım defin etilgenini haber etti. Dürbe ve onun yanındaki mezarlık yerlerine evvelsi Kale Aziz ve Kız Aziz degenler. Bahçesaray'ın Kırım Tatar kadınları arasında Kız Aziz'ge kelip dua okumağa ayrı adet olgan. Han Saray'ın aman karşısında acayip sevginin dolu bir abide turgan. Onun takdiri ne kadar güzel olsa, o kadar da facialı oldu. İbadethane bütünley 20. asırda gayip oldu. Caminin yerinde ise kahvehane kuruldu. Bu yerde ta 18. asırda Hanlar paytahtının en zülber camisi yani Yeşil Cami yerleşken. Allah evi Kırım Geray Han'ın en sevimli kadını
Диляра Бикеч тарафından 1764-65 senelері текленілді. Дигер версия бойынша хан ибадетханені sevgilisine бағышлап құрған. Асонда Диляра Бикечнің гізлі шахсиеті etrafında бірқач эссане жүрмекте. Біріншісіне бинайын, о ханның sevimli kadını olarak күнші тарафından öldürülgені gibi belli. Что интересно, эта мечеть была либо построена на средства самой Диляры Бикеч, существует даже легенда, что она повелела себя похоронить в том месте, откуда была бы видна мечеть. По другой версии, Крым-Герай-хан повелел придворному мастеру Омеру построить фонтан Сельсибиль и мечеть Диляру Бикеч, которая позже была переименована прихожанами в зеленую мечеть. Дело в том, что это прямоугольной формы мечеть с зеленого поливного цвета черепицы, поэтому она и получила название «Зеленая мечеть». Мечеть была украшена как изнутри, так и снаружи. Также она, скажем так, действовала до конца XVIII века. Согласно преданиям, во время приезда Екатерины II в Бахчисарай был призыв муэдзина к молитве, и один из, скажем, сопровождавших Екатерину застрелил имама. Мечеть считалась оскверненной, и после этого она не использовалась как культовое учреждение. Onun temelcisi Dilara Bikech хан аремінде Крым-Герайға асонда кім олғаны аққында бұл күнге қадар алимлерге сыр кебе қала. Сыры, анасы, яда sevimli kadını. Кім олса да, тарихымыздың парлақ сәйфелерінде шул kadının шерефіне уч абиде, яғни Ешіл Жами, оның адыны ташыған дүрбе ve көз яшлар чешмесі құрылды.